Товарищи, не забудьте ставить лайк и подписываться на наш канал. За Советский Союз. Связист первого ранга. Помощник Иосифа Виссарионовича Сталина. Повозом Даврон. В общем, всех фашистов добили. Он мой помощник, старший лейтенант Искандер. Садись. Садись, держи. Связист тоже. Вон еще один офицер пришел. Офицер Ахмадер, беги. Всю информацию фашистов передадим в центр. Прям добивайте фашистов. Ай, больно. Вкусная кукуруза? Да. Сейчас закончим есть кукурузу. Пойдем смотреть партизанскую деревню. Поддерживайте нас. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. Да. Чем больше нас будет подписчиков у нас, больше будем видеоролики снимать. И всегда пишите в комментариях свое мнение. Пишите, какой следующий ролик вы хотите. Да. Вот партизанская деревня, ребята. Посмотрим, как партизаны в деревне. В общем, партизанили. Партизанили. Ну да, партизаны что делают? Партизанили. Сейчас полностью все внутри вам покажу. Не забудьте ставить лайк, подписываться на наш канал, поддерживайте. У нас новый канал, пока нас мало тут. В общем, очень много будет интересных видеороликов. Вот мы уже в партизанском деревне. Ержан к вашим услугам. В общем, такие разведывательные пункты. Ну, нежелательно, зачем? Наблюдательный пункт, в общем. Не залезай, зачем? Вот специально убрали, чтобы дети не падали там. Не залезай, я тебе сказал. Вон ослик. Скорее всего, это ослик от детей устал. Идете, пошли. Блин, мы зря кукурузу выбросили, да, вот этот остаток? Смотрите. Надо было ослику. Смотри, может кушать траву. Ну какой? Видите, траву он и будет есть. Я тоже хочу покормить. Не-не-не. Вот Сабрина Ахмадер кормит Ержан. ослика. Ослик это их 4. Чида. На! Что ты там? Это Ержан. У него полный этот еды, он все равно у детей берет. Еда. А он может нас съесть? Еда! Сабрин, Еда! дай ослика корми. Ержан. Клади сюда, клади. На! Осел. Ослик сейчас скажет. Ослик сейчас скажет, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подземные, как его правильно называть-то? Домики. Землянка. Землянка, что, неинтересно там? Нет! Я две кровати. Что есть? Две кровати. Вот так под землей люди жили. И так спасали Вот одежда от еще. бомбежек. Это одежда Бабы-Яги. Все как интересно тут. Вот буржуйка. Знаешь, вот это что такое? Это отоплилка. Да, это топилка, ну печка такая. Буржуйка его еще называют. Вон. Бушлат Сталина. Блиндаж связистов. Вот такие домики. Вот здесь связисты сидели, ну информацию передавали тогда еще. 1941 год, 42, 3, 4, скорее всего. Егор, на ваш запрос Ставка ответила. Вот он красавец, который Остались, да, одежды? всем показал. Фак. Пап, смотри. Это подложили одежду или настоящая? Что ты говоришь? Это настоящая одежда? Ребята, прием. Гитлер капут. Можете все по домам. Гитлеру хана. Связист первого ранга. Помощник Иосифа Виссарионовича Сталина. Повозом Даврон. В общем, всех фашистов добили. Он мой помощник, старший лейтенант Искандер. Садись. Садись, держи. Связист тоже. Вон еще один офицер пришел. Чида. Офицер Ахмадер, беги. Всю информацию фашистов передадим в центр.
идемте, добивайте фашистов. Ай, больно. Как-то так веселимся. Я похож на связиста офицера? Это шинел офицера, кстати. Шинель. Вот он красавчик. Сталин. Вот он. Всем показал кулак советский. Эй, СССР, война. Папа. Товарищи, вот никто не представлял, что в 90-е годы Горбачев и Ельцин обосрут этот Советский Союз и разрушат его. Вот товарищ Ленин в гробу переворачивается. А, кстати, не в гробу, он же еще в Кремле лежит. Он не в гробу, вот тот в гробу. Иосиф Виссарионович, что просрали такую сильную страну. Товарищи, будем дружны, будем трудиться и Россию восстанавливать. Товарищи, не забудьте ставить лайк и подписываться на наш канал. За Советский Союз. Это вот типография советская. Вот так в землянках печатали газету. В общем, все круто. Нет, это землянка. Раньше вот так делали все. Школа диверсантов. Вот так в землянках обучали молодежь, подростков, женщин. Тогда и подростки могли быть помощниками военных. И вот так обучали диверсионным работам. И здесь как склад оружия у них еще было. Вот такие землянки делали из хвойных деревьев. Так люди там сидели, прятались от бомбардировок. Партизане могли, как умели, прятались. Ну, конечно, который в Вьетнаме я смотрел, как вьетнамцы партизане против американской армии. Там ужас, конечно, какие ужасные ловушки устраивали для военных американских. Мучительные смерти им устраивали. Там интересно? Да, очень. Ну, идемте дальше. Уже ноги устали, домой надо. Не устали. Ну ладно, идемте. Здесь партизанская ферма. Как они выращивали, скорее всего, все это ели. Ну, сейчас таких пород много разноцветных. Тогда, скорее всего, они серенькие, скучненькие все были. Что, прям так легко можно? Папа, смотри! Пап! Да. Смотри! Что там? Все, я поглажу, ты иди. А если он сейчас прыгает? Да они не прыгают. Ой, хватит, он прыгает. Я что-то они боятся. Да это декоративный какой-то, красивый. Я тоже хочу их позвякать. Он белый некрасивый. Я хочу это. Так они убежали все уже. Ой, у него красные глаза наверное. Ну и что? Иди. Это значит, что она плохая. Да. Да, у красного Нет. кролика красные глаза, значит, она злая. Сабрина, если что, я тебя закрою. Закрой. На кум. На кум, бубу. Ну зачем так? Два кролика сидят, играют тут. Можно я потрогаю ее? Ну потрогай. Я тоже хочу. Я тоже. Он укусит маленького. Маленького? Да. Красный самый плохой. Кричишь. Вот козлики. Козел такой. Козлики всякие. Курицы, петухи красивые здесь. Ребята, приезжайте в парк Патриот с детьми. Мне кажется, намного больше, чем в зоопарке вам понравится. Не так уж далеко от Москвы. Километров, по-моему, 30, если не ошибаюсь. По Минскому шоссе до Кубинки, вот и парк Патриот. Партизанская баня, землянка. Здесь написано пропускная способность в час 10 человек. В общем, вот он как выглядит баня. Она такая низким потолком. Здесь вот какая-то бочка, скорее всего, воду набирают.
Вот раньше электричества не было, вот такими свечали, как его правильно назвать, я даже не знаю. Ох, как здесь, да? Вот так, здесь угол, разогревали воду, значит так. И вот всякие типа тазиков из деревьев. Вот. Так воду набирали. В общем, все очень экологично, природно. Здесь дальше сейчас пойдем. Здесь партизанская кухня. Кормят кашами солдатскими, картошками пюре. Ну, мы уже ели. Вот. Здесь жилая землянка. Они низкого роста. Это помогали от бомбардировок. Раньше, когда война была, это очень помогало от бомбардировок людям выживать. Посмотрим внутри этой жилой землянки. Конечно, все это сейчас построено так более современно слегка. Раньше-то все по-другому было. Вот она вся. Все, идем, Искандер. Пап, можно закрою? Давай, закрывай. Я хочу туда залезть. Не. Ребята, в общем, в партизанском деревне все очень красиво. Такой. Вы переноситесь на 70-80 лет назад. Все здесь вот как будто время остановился. 1945, 44, 43 года, как будто жизнь остановилась. Тут полностью все сделали, такую атмосферу, и музыка такая. Вот. Солдатская кухня. Вот так супчик готовили. Вот, можно шурпу так готовить. Уху особенно. Огонь настоящий. Искандер, не иди, огонь настоящий. Супчик готовят. Тепло, да, хорошо рядом. Вот партизанская кухня. Партизанская гречка, вон, видишь? Ребята, в общем, сегодня у нас поход заканчивается. Этот военно-патриотический парк «Патриот». В общем, мы постараемся еще приехать сюда, остальные места вам показать. Здесь очень большая территория, обязательно возьмите велосипеды с собой. Если здесь будете арендовать, час стоит 200 рублей. Если вы с утра приедете в 10-11 часов, до вечера где-то 5-6 часов, очень накладно, очень дорого будет. В общем, если один человек, то это ничего страшного. Если как у вас 3 человека, там муж, жена и ребенок, допустим, это очень дорого вам обойдется, поэтому приезжайте со своим велосипедом. Ну, в машину загрузите велосипед и привезите. Или самокаты возьмите. Гироскутер не берите. Если зарядка сядет, его таскать здесь очень вам тяжело будет. В общем, если вам понравился, ставьте лайк, нас поддерживайте, подписывайтесь на наш канал, у нас канал новый и очень пока нас мало. И постараемся очень много интересного контента снимать и загружать. Если у вас есть предпочтение, что вам интересно, напишите, постараемся небольшой видеоролик снять и загрузить. В общем, спасибо вам огромное, что вы нас поддерживаете. И до следующих встреч. До свидания. Товарищи, не забудьте ставить лайк и подписываться на наш канал. За Советский Союз!